Накануне соревнований в Циберду начали съезжаться коневоды. Здесь принимали заявки на участие, а лошади проходили ветеринарный контроль. Специалисты определяли готовность скакуна к такому сложному переходу. Допуск на участие получили не все. Ветеринарный контроль продолжался до самого позднего вечера. Снято где-то уже 8 голов. Но мы думаем, что будет снято, наверное, еще больше, потому что еще не до конца лошади все подъехали. Выводка будет проходить до 8 часов вечера. На этапе, последние этапы соревнований будет тоже проходить выводка повторная, для того, чтобы определить, лошади устали, насколько они устали, и хромают ли у них, есть ли у них нарушения какие-то здоровья. Если какие-то изменения есть, мы, конечно, эту лошадь остановим, будем лечить. После того, как определились участники, 63 всадника, организатор мероприятия Николай Мельбард, судейская коллегия во главе с лучшим жокеем СССР Махмудом Токовым и ветеринарами из Москвы собрали всех участников на брифинг. Они объяснили маршруты и правила, но главное требование, чтобы мероприятие прошло без жертв лошадей. Если кто-то из коневодов не справится с этой задачей, то он попадет в так называемый черный список, и на дальнейшие соревнования Федерация конного спорта их допускать не будет. Наша главная задача здесь, на этом тяжелейшем, самом тяжелом в мире, это реально так и есть, тяжелейшем пробеге, через 2 перевала по 300 тысяч метров, не погибла ни одной лошади. Более того, не должна быть травмирована серьезно ни одна лошадь. Это международные требования. Мы выходим на цивилизованный европейский и в том числе мировой уровень. Уже несколько наших спортсменов и лошадей имеют международные лицензии. То есть, какими глазами мы можем выйти на международный уровень, если мы будем губить у себя лошадей. Это самая главная задача. Высокогорный экстремальный конный рейд Орайда по маршруту из Циберды-Бучклан через перевалы Ипчик-Дуд и Ипчик-Бучклан проходит во 2-й раз. По словам организаторов, теперь он будет традиционным. Я решил в этом году сам организовать этот старт. А назвал его Орайдой, потому что это старая карачаевская, есть легенда, которую все знают. Мне очень она понравилась. И само слово понравилось Орайда, поэтому решил так назвать. На следующий день утром все участники мероприятия собрались перед началом ущелья Джамагат. Организаторы по спискам сверили всех всадников. Еще раз убедившись, что лошади в полном порядке, дали старт соревнованиям.